связи с Международным днем защиты прав человека Палата представителей США провела собрание, посвященное беспределу коммунистов в Восточном Туркестане. Наряду с Адрианом Зенсом, главой отдела китайского комитета при Организации мониторинга прав человека Софи Ричардсон и активистами-уйгурами в собрании приняли участие члены парламента США и представители СМИ. Ферхат Джевдет рассказал, что китайские власти задержали его мать и родственников. По его словам, Китай держит в заложниках родственников уйгуров, находящихся в США и других странах. Джевдет заявил, что надеется на то, что Трамп одобрит законопроект, принятый Палатой представителей до конца года. Руководитель турецкой партии Саадет Темель Карамолла-Оглу заявил, что необходимо объявить бойкот китайской продукции. Выступая на партийном собрании, Карамолла-Оглу акцентировал внимание на репрессиях китайских властей и призвал исламские страны объявить бойкот китайской продукции до тех пор, пока Пекин не прекратит гонение мусульман. Абдулла Кодаман и группа сторонников борьбы уйгурского народа посетили культурный центр Восточного Туркестана, расположенный в Дюйсбурге. На своей странице в социальной сети Кодаман опубликовал следующее заявление. «Нам довелось посетить культурный центр Восточного Туркестана и обсудить с главой центра Абдуджалилом Каракашем ситуацию уйгурского региона. Прошу Всевышнего даровать нашим братьям свободу и независимость». Комитет защиты журналистов опубликовал доклад за 2019 год. Согласно информации комитета, из 250 журналистов, арестованных по всему миру, 48 находятся в тюрьмах Китая. В докладе указывается, что большинство из них обвиняется в выступлении против государства и публикации ложных новостей. Сразу за Китаем в списке следуют Турция, Саудовская Аравия, Египет, Эритрея, Вьетнам и Иран. Во время заседания Международного суда по вопросу Мьянмы лидер страны Су Кьи заявил, что несмотря на жесткие меры военных, геноцида мусульман Рохингьи не было. В деле, истцом которого выступила Гамбия, военные Бирмы обвиняются в жестокой расправе над мусульманами. Во время второго слушания дела, которое прошло в голландском городе Лахей, премьер-министр Бирмы Аунг Сан Су Кьи опроверг обвинения суда. ООН и многие правозащитные организации считают действия властей и военных Бирмы репрессией и геноцидом. После того, как Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении Турции по причине операций на северо-востоке Сирии и покупки российских С-400, ожидается, что Трамп увеличит давление на Анкару. В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае одобрения санкций Белым домом Анкара ответит равносильными мерами.